Вторая половина XVIII века, Россия уже в это время империя, занимала огромную территорию, которая была хозяйственно не освоена. Поэтому государство было очень заинтересовано в том, чтобы это все большое пространство освоить и прежде всего хозяйственно освоить. Поэтому привлекались различного рода географы, путешественники, биологи, этнографы. Но в связи с тем, что эти науки очень были развиты именно за рубежом, в частности в Европе, поэтому многие ученые привлекались оттуда. Помним такие фамилии, как Георгий, Паллас и другие. Но, несмотря на это, именно в это время появляются наши собственные российские исследователи. И первый – это Петр Иванович Рычков и его сын Николай Петрович Рычков, которые заложили именно основу нашего географического и этнографического исследования. Николай Петрович Рычков, путешественник и географ. С малолетства был записан на военную службу. С 1768 года принимал участие в экспедиции Петербургской академии наук, возглавляемой академиком Палласом. Если в Европе, например, прежде чем какую-то страну освоить, вначале шло географическое открытие этих стран и земель, а затем уже военное вмешательство, то в России оно происходило немножко другим путем. Вначале, скажем так, военный захват этих территорий, а потом уже географические и другие открытия происходили. Николай Петрович Рычков, он не был ученым, он был военным по своему роду деятельности. Во время написания этой книги он был в чине капитана, и поэтому научная общественность империи говорила о том, что он не ученый, поэтому это не совсем, скажем так, и научная работа. Но несмотря на это, здесь впервые в таком количестве огромное именно количество материалов собрано по этим губерниям. Книга оказала, конечно же, огромное влияние на последующих исследователей, потому что и в последующее время, в XIX веке, и в XX веке, и в наше время исследователи используют эту книгу в своих публикациях и исследованиях. В данном труде Николай Петрович описал места от Уфы по западному берегу реки Белой до Камы и далее до Кунгура, Челябинска и по Киргизской степи. Также есть описание Вятки и Перми соликамских заводов. Интересное картографическое приложение, чертежи и известия о древних городищах, легенды с ними связанные, а также этнографический материал. Журнал или дневные заметки капитана Рычкова издан Императорской академией наук в 2 частях и переведен на немецкий язык.